Уважаемые зрители Апснахабар, мы продолжаем свою работу. Рад приветствовать сегодняшних гостей эфира. Если в прошлый раз мы говорили об экономике, сегодня мы будем говорить об истории. И вы, наверное, многие мне завидуете, потому что у меня такая исключительная возможность с этими блестящими людьми общаться. Гурам Гумба, Руслан Гуачба, Аслан Марзы, Леван Мика, все историки. И я ваш ведущий. Прежде чем мы приступим к нашей беседе, я прошу вас подписаться на Апснахабар. От многих слышал, что вот прошлый эфир по экономике и Апсвора зашел, как говорят у нас, в молодежной аудитории. Поэтому буду рассчитывать, что и сегодняшний эфир тоже вам сильно понравится. Перед тем, как мы перейдем, хочу одну небольшую ремарку. Гурам Гумба попросил все-таки сказать, что мы все уже кофе выпили. Его чашечка чуть-чуть позднее пришел, поэтому вы не подумайте, у нас равенство и братство. Все хорошо. Итак, надеюсь, мы чуть расслабили, атмосферу. Да. Рад еще раз приветствовать. Тема сегодняшней беседы, по крайней мере, мы начнем так. В прошлый раз, благодаря Ахри Арста, начали я задал один тон, он сразу переключил на другой, и нам все это понравилось. Сегодня мы будем говорить об исторической науке и самосознании народа, а также о том, как это важно в строительстве государства, современного абхазского государства. И сразу привилегированному нашему гостю Гураму Гумбе я передам слово, потому что кофе все-таки вы пьете. Ты мне дал бы до конца выпить кофе сейчас. Через паузу. Ладно, спасибо. Прежде всего, я очень благодарен, что вообще такую тему затронули, и что мы обсуждаем эту тему, которую давным-давно уже надо было, в общем-то, обсудить. Это вообще должны делать, на самом деле, давно государственные студии, государственное телевидение и так далее. Но то, что вы делаете, я, честно говоря, большую благодарность выражаю. Действительно, роль исторической науки, отстаивание самобытности, истории и культуры народа, это, в общем, колоссальное. Колоссальное. Это всегда так. Всегда известно, что в этом отношении историческая наука играла первостепенную роль в росте национального самосознания, в отстаивании интересов своего народа. Естественно, это очень важное значение, всегда это проявлялось на Кавказе, поскольку этническая психология, самосознание кавказских народов неразрывно связано с историей. И история определяла векторность вообще развития. Например, мы можем говорить, что вообще само становление и развитие абхазской исторической науки происходило в такой беспрецедентной, неравной борьбе с грузинскими историками. То есть, можно сказать, без преувеличения, можно сказать, что вообще становление абхазской исторической науки ковалась в этой борьбе. То есть и историческая наука вообще превратилась в такое поле сражения между абхазскими и грузинскими историками. И подлинные знания, исторические знания, они служили большим инструментом подстаивания национальных интересов. И мы сегодня с гордостью можем говорить о том, что наша историческая наука, наши историки с честью выполнили эту задачу. И вообще историческая наука была одним из главных таких столпов национального движения абхазского народа, которое в результате освободительной войны добилось свободы и независимости. Но сегодня, уже в условиях независимого государства, те задачи, которые стояли в советский период, сегодня уже они устарели. Сегодня перед нами стоят совершенно новые задачи, качественно нового уровня. Например, мы в период приоритетным, период Советского Союза у нас было сохранение
там, да, самобытности, сохранения своей истории, своей культуры, своего языка. А ну, в условиях, современных условиях, значит, да, постановка задачи сохранения, вообще само слово «сохранение», я считаю, что это неправильно, это не просто неправильно, это ошибочное, глубоко ошибочное, которое не позволяет нам видеть логику вообще нашего развития. А почему? Потому что вообще, когда мы говорим там, о истории, о сохранении, там, да, национальная самобытность абхазского народа, да, для любого народа, она не может быть законсолидирована в нынешнем состоянии. Да, тем более, когда идет острое противоборство между традицией и инновацией. Нужно ориентироваться на подлинное возрождение, возрождение не в фольклорной форме, какое-то, да, который выполняет курортно-сервисные функции, да, как это было в Советском Союзе, в советский период, так это было. Сейчас тоже далеко не ушли. Настоящее, к сожалению, ты прав. Сегодня мы продолжаем тоже, но нам нужно не фольклорное возрождение, а настоящее. Что значит настоящее? То есть, это только растущим влиянием на политическую систему, экономическую систему, на общий социальный уклад, на общий мировоззренческий настрой народа. А как, что это значит, как это такое может, да, вот, может произойти? Это вот, то есть мы должны знать, что мы вступили в ту реальность, вот, мы говорим, что независимое государство. Это реальность, когда уже складываются новые формы человеческой деятельности. А эти новые формы никогда, особенно в современных условиях, они просто так не создаются таким естественным историческим образом. Да? Они конструируются. Конструировать должны это элита. А предметом, материалом конструирования новых форм – это старые формы. То есть что это? Исторические формы, на основе исторических форм. И когда мы говорим исторические формы, какие наши формы исторические? Это наши традиции, наши обычаи. Да? То есть образно, что мы называем абсора. То есть абсора – это вот таинство бытия абхазского народа. Это комплекс, она охватывает практически все стороны жизни нашего народа. Абсор, мы единым словом называем. Но когда мы говорим абсора, здесь возникает, как мы ее будем внедрять в систему. То есть мы же говорим, что не то, что говорим, мы знаем по истории. Наша история – это непрерывное тысячелетнее существование абхазской государственности. Непрерывное. То есть таких народов на протяжении более 1000 лет, у которых народ непрерывная государственность имела, которые, значит, мы можем за 1500 лет 3 династии царствовали в Абхазии. За 1500, можете? Таких народов в мире по пальцам можно пересчитать. Да? То есть мы должны, вот эти, когда мы говорим, что наши традиции, народные традиции, это и есть государственные традиции. Абсора – это государственные традиции, законы, которые существовали в период существования абхазского государства. И то, что они не записаны письменно, это абсолютно не значит то, что их не существует реально. Если мы берем, например, в Англии половина законов письменно не записаны. Но это традиции, государственные традиции, которые они существуют, которые выполняются. И сегодня, да, вот вопрос, я еще раз просто хочу повторить, вот Руслан тоже подчеркнул, сегодня тоже это продолжается, когда мы... Постановка вопроса. То, что мы постановка вопроса, как мы должны ставить вопрос. Например, вот на одном примере возьмем, это касается экономики, политики, культуры везде. Если мы берем, например, вот больше всех мы видим, больше всех мы ощущаем, это язык, наша культура, ее функционирование. Мы говорим, допустим, вот в новых условиях мы опять ставим вопрос сохранения языка, что опять считаем, то есть мы не должны вопрос ставить сохранение. Тогда мы ставили сохранение, потому что у нас отнимали язык. У нас давили, у нас культура отнимали, отрицали существование народа, то есть мы защищались. Сегодня у нас прекрасный закон по языке. У нас не отнимают наш язык, но мы не говорим на язык. То есть не сохранение языка надо ставить, а ставить надо вопрос создания условий для ее развития, для ее выполнения ее главных функций языка, например. Да?
То есть вот мы должны ставить вопрос превращения абхазского языка в язык межнационального общения на территории Республики Абхазия. Мы должны ставить вопрос получения информации полностью на абхазском языке. Это, ну, вот я сейчас представляю, как только вот такие вещи начинаешь говорить, элементарные, тебя начинают обвинять в радикализме. То, что ты говоришь, что в Абхазии должны действовать абхазский язык, оказывается, ты националист. То есть эти проблемы, это мировоззренческие проблемы и связаны с нашей историей, неправильным преподнесением нашей истории. Если мы говорим... Да, если позволь, как бы, мы стараемся все делать по нашим законам, но прошу, иногда я буду переживать, и не только я. Я вообще хотел бы, чтобы у нас была такая атмосфера, где каждый может включиться, и в какой он, подумает момент, потому что мы можем сказать, и уже имеешь право как бы прерывать. Давай я закончу, вот это то, что я хотел сказать, тогда, а потом, значит, буду вступать в споры, да? То есть, вот этот момент, когда вот мы ставим, вот вопрос сегодня, задачи, которые стоят перед исторической наукой, скажем так, вот, допустим, создание, выработки такой стратегии, реализация которой способствовала росту национального самосознания и стимулировала бы, восстановлению независимой абхазской государственности. То есть начать восстанавливать независимую абхазскую государственность. Мы еще не начали восстановление своей государственности, независимой государственности. Для того, чтобы она стала, мы могли начать восстановить независимую государственность, нам нужно в первую очередь создать свод законов, опирающийся на наши традиции, на наши обычаи, то есть которые все то, что скрепляет абхазский народ как единое целое, делает ее народом. Это социальное устройство, экономические взаимоотношения, система мышления, система поведения, нравственные ориентиры, нравственные оценки, которые они делают, система мировоззрения. Вот это все исследование, изучение и приведение их в един свод законов, введение их в законодательную базу абхазского государства. Сегодня главная задача нашей законодательной, не только сегодня, это в течение 30 лет нашего парламента и вообще нашей научной и исторической науки, это создание такого свода законов для становления абхазской государственности, полностью превращения, то, что мы в дома держим, то, что у нас в семьях, мы в семьях тоже будем жить, потому что необходимость идет и превращается, и включение ее в основу законодательной базы абхазского государства. То есть начать делать то, для чего вообще нам нужно было независимое государство. Мы еще пока не начали. И в этом отношении историческая наука, ее роль первых в рядах это стоит. Но еще раз повторяю, что эта задача, мы говорим об этом и не сегодня, и не вчера, уже и 10 лет, но заинтересованность власти должна быть. Власть должна ставить перед научной общественностью. Власть надо просвещать. И она должна быть заинтересована в претворении в жизнь. И то, что наши законы должны опираться на наши исторические традиции. Если наши законы на это не опираются, как мы сегодня делаем, гармонизируем законы, с нашим союзником Российской Федерации, но мы же все прекрасно понимаем, что не идет, гармонизация, а идет подгонка абхазских законов с российскими законами. А это означает, что мы сами себе начинаем ликвидировать свою государственность. Спасибо. Мне кажется, очень такая оценка совершенно, мне кажется, правильная была, когда Гурам сказал о том, что историки в 20 веке смогли в этой борьбе победить, в войне между... Не только историки. Но они мы сейчас говорили с исторической точки зрения, потом уже поле битвы реальное, И теперь у меня вопрос к Руслану. Руслан очень
К счастью, много материалов сейчас мы последние годы видим, читаем, слушаем и в интервью и так далее. И вот сегодня тоже вот... 50-й сборник. Да, вот. Покажи вот людям, что 50-й уже сборник. И это вот сейчас я как раз Юбилейный. хочу сказать, вот, Надо отметить, но попозже. вот та борьба, мы знаем, чем завершилась. Но сейчас тоже идет борьба, и она даже сложнее и многограннее. Потому что теперь мы не только в борьбе с грузинами доказываем своему народу, что мы имеем право на то, на это и так далее, да, сами себе. Теперь мы еще вынуждены вообще всему миру, да, доказывать и с ним спорить. И в это же время от мира получаем очень много разных сигналов. Нам нужно научиться на них отвечать, и отвечать можем только вот своей, да, своим мировоззрением, мироощущением, своей историей. Вот я хотел бы сейчас, Руслан, Знаете, слово. Да. Може сопылся там сзади. Я часто вспоминаю слова Владислава. Ну, после победы сказанные им. Если бы ребята, говорит, мои знали бы, говорит, хорошо историю Абхазии, ну, как следует, я бы их не остановил бы, они взяли бы Тбилиси. Не, это он реально сказал конкретно. Я часто об этом думал. Действительно. Ну, такой журнал выходил, вы помните, «Знание – сила». Кстати, очень интересный журнал. Адырра. Превыше всего. Адырра, самосознание. А откуда идет самосознание? Это моя немножко такая теория. Это наследственно идет иногда. Но в сочетании с наукой, с образованием. Обязательно. Ну, Гурам Ибн хорошо говорил. Я добавил, немножко рисковато, я занялся просвещением правительства. Я серьезно говорю. Сделал бы им начальный класс по прошлому, истории. Элементарные вещи, к сожалению, многие люди не знают. Я не только всех трогаю. Вот такая фраза простая. Очень, Руслан говорит, ты откуда это вытаскиваешь? Иногда так шутят. Я говорю, из языка. Источники и язык, особенно язык. Ну, плюс археология, конечно. Язык это такой, не, как вам сказать, неисчерпаемый рудник. Вот и там если хорошо понимать. Вот этой книги, что вы показали, извиняюсь, там работает Дзидзария, Георгий Алексеевич, там Отара Дзидзария, Иналыпа и так далее. О нашей морской лексике. Это бомба. Если объяснить хорошо, как это было, что в абхазском языке есть хорошее выражение, я его люблю. Адуней Якул Абсуажлара. Почему так говорят? То есть абхазы ровесники сотворения мира. Это в детстве много раз слышал. Ну, а у ребенка пытливый, он хочет дойти. Почему это говорят? А когда начал знакомиться, уже повзрослел, наши мифы, предания, прошлое. Элементарную вещь я скажу вам, это вот, все знают. Вот и, кстати, сегодня утром адыгские эти налоги, что составил, смотрел боевые песни. У нас почти не было лирических песен в народе. Очень мало было. В основном героические траурные песни. Для мужчины, независимо от адыга, абхаза, честь была погибнуть в бою. Это радость была. Была традиционная воинская культура, ну, как говорят, мускулинная и так далее. Дело не в этом. На этом был построен весь быт, потому что эту страну надо защищать было всегда. Ну, вы знаете, все трагический 19 век, борьбу с Северным колоссом, весь Кавказ практически. Хотя
много исследований, очень много исследований, кстати, ну, конкретно общей истории Кавказской войны. Это мы еще с Дауром мечтали многотомной, что было историей, я пока не вижу. Вот такой простой, самый простой факт. Последнее абхазское восстание 1877 года, когда русско-турецкая война была, поддержали в Дагестане и в Чечне. В Дагестане людей поднялось гораздо больше, чем при Шамиле, потому что настолько достала их власть. Потом их в Сибирь пачками, тысячами высылали. А у нас исход был в Турцию, изгнание. Почему это произошло? Это несовпадение менталитета, характера, нашей культуры. Это нужно говорить прямо, объяснять. Кстати, и в Российской империи были умы, которые освещали, говорили правду. А нам чего бояться? Мы защищали свою родину. Нам выпал шанс большой очень. Просто это многие не понимают нашу победу 30 сентября 1993 года. Независимость, свобода. Мы должны стать, вот я всегда говорил и буду говорить, примером. А для этого надо, конечно, поднять образование, особенно в области исторической науки. Работы много. Но недавно мы говорили на эту тему, было очень интересно. Я говорю, руку поднял, можно одно слово, я извиняюсь, там на работе. Одну тему назовите, которую вы до конца довели. Мы, одно слово. Все задумались. Я говорю, теперь я пример приведу, самый элементарный. Я сижу на работе в 91 году, в 90-м году. Звонок, секретарша приходит и говорит, вас Владислав Григорьевич называет. Он директором ОБНИ был. К 10 часам подойти. Ну, я чуть раньше пришел. Думаю, зачем он меня вызвал? По пути, мысль сверлить мозг. Сошел, поздоровались, все сел. Смотрю список, я сразу все понял. Он говорит, ты знаешь, почему это? Сейчас придут все, говорю. Надо составить учебник истории Абхазии. Необходимо, говорю. Ты эту главу можешь? Я говорю, отвечаю, говорю, 2-3 недели. Ой, отвечаю, говорю. Единственная просьба, говорю, надо проиллюстрировать. Он сразу записал. Смотрю, приходит Иналы Поворонов, Шамба, Георгий Кучич, все наши ученые сели, все это объяснил. Каждому перепоручил, главу отдельно. Я сказал, в течение 80 месяцев уже рукописи были готовы, собраны, перед войной вышел учебник. Но он знал, что нам необходимо. Да, там есть плюсы и минусы. Но торопил издание. Надо было, чтобы наши дети проходили свою родную историю. 1 или 2 учебника в Гудаутах было во время войны. В Гудаутской типографии переиздали. И вот по Гагарскому и Гудаутскому району по этому учебнику проходили историю. Сейчас нам никто не мешает. Охсадский страхован свалится. Меня всегда спрашивают, Руслан, там некоторые плакают. Я не люблю, когда ныть вообще не люблю. Согласен. Я говорю, а что делать? Я говорю, абхазское выражение, я говорю, часто слышал. Схадский сияет за Дунейтом, победивший себя властелин вселенной. Я говорю, не я придумал. Фактически вся эта, вот то, что пишет Достоевский, этому посвящено. Ну и многие классики. Абсолютно говорю. Ну, я начал, сейчас не буду объяснять, что это такое. Ты уже ничего не боишься. У тебя идея, чистая идея, ты должен ее добиться, чтобы это не стало. Ну, вот так, говоря простым языком. А это я гащи. Как говорить и что делать. Ну, как это абхазское выражение тоже. Опасен тот кот, который не мяукает. Ну, опасно очень. Надо молча делать
А есть что делать. Вот я говорю элементарную вещь. Вот с Гурам сидит, я ему несколько раз говорил, не только ему. Там учебники истории, ну, их дорабатывать надо, конечно, и так далее. А где хрестоматия? Хрестоматия по абхазской истории. В 2-3 частях шикарно можно издать. Материалы есть сколько хочешь. Ну, на первых порах надо... Говорит, а источники? Я говорю, армянский, вот сидит человек, говорю, есть кое-что. Грузинский Амичба издал. Османский там есть, я говорю, отвечаю. Русский, пожалуйста, говорю, российский, выше крыши, бери, не хочу, как говорится. Архивные источники отобрать наиболее интересное, наиболее ценное. Вот такой элементарный вопрос. Я вот сейчас то, что меня в юности все интересовало. Моложе тебя гораздо был, извиняюсь. Мальчишкой был еще. Мне с Турции прислали, мне 22-23 года было, этот ксерокопии турецкой энциклопедии. И там, потом перевели. Стиля база. При дворе султана. Султаны одевались, носили оружие на манер, которую они взяли от абхазских военачальников, которые служили при османском дворе. Ой, это что такое? Думаю, знаешь, ну, 72-73 год. Ну, что это такое? И меня заинтересовало. И пошло, поехало. Такая книга родилась. Дело не в этом. Мы-то имели большое влияние, в первую очередь адыги, абхазы, имели связи, которые были к морю ближе, с Османской империей. Поэтому там было очень много, кварталами люди жили, сохраняя родной язык наш, вплоть до того. Но это все нужно объяснить, рассказать и так далее, и так далее. Очень много интересных вещей. Спасибо. Вплоть до, это уже моя фантазия, но не только я, вплоть до Америки. Я серьезно говорю. Там Ну, это не фантазия, это там серьезные. Не, Умар, знаешь, материал что есть, так что нет. Омар Бива Яган заявил, 6000 лет нас отделяет, говорит, наш язык от того материка, говорит, у нас большие связи были. Это еще когда в 30-х годах. Я извиняюсь. Передаю слово Аслану, но я хочу, когда мы говорим о самосознании, мы сейчас говорим абхазского, но тут невозможно разделить абхазского от кавказского. Самое да, главное, кстати, конечно. И, наверное, именно вот такой подъем самосознания, самый такой пик, это были 90-е, да, там 80-е, 90-е, ну 90-е это уже вылилось. Но потом все-таки мы можем сказать о том, что сейчас мы пока не справляемся с теми задачами, которые время ставит. Хотя, вот, например, защита твоя у нас в институте, это было, на мой взгляд, это одно из ключевых таких событий и для нашей истории, и для нашего самосознания. Вот, какие есть тенденции сейчас, вот, скажем так, на нашем Кавказе? Как ты видишь? Ну, раз сегодня у нас речь зашла об исторической науке, то тут, я считаю, нужно разделить то, что сказал Руслан, то, что сказал Гурам. Я согласен, что историю надо популяризировать. Да, да. Она есть у нас нет недостатков. И, как говорил один европеец, у черкесов есть, говорит, богатая история, но нету историков. Да, где-то еще. И мы знаем, что в силу того, что мы были долгое время, ну, я считаю, что у нас была письменность когда-то, но мы ее утратили в силу разных причин. Это не Но только мы одни. если брать, как говорится, буквально там средневековье и позже, то большая часть источников это то, что о нас писали другие. Ну, в этом есть и плюс какой-то, потому что у них не было смысла что-то искажать. Да, они объективно описывали то, что видели, да. И в исторической науке есть момент, когда накопление исторических данных. То есть мы знаем, этнография это описательная наука. Она описывает обычаи, традиции там, и так далее. Но она не объясняет, почему так, почему такие обычаи, почему такие традиции,
чему это может привести. Это уже этнология, это уже следующий этап, когда ученый не просто описывает, а объясняет и прогнозирует. И почему это так, почему народ, у него такая история, а не другая, почему у него такой менталитет, а не такой. И менталитет, он определяет его будущее, его судьбу. Потому что мы знаем трагические события XIX века. У нас был выбор. Мы предпочли борьбу бескомпромиссную, и мы предпочли плену, как говорится, и покорению мы предпочли именно уйти. То есть свободу предпочли сохранению территории. Большая часть народа. Меньше это те, кто мы остались, это 5%. И вот осмысление важно, научное осмысление. Не, на каком-то этапе у нас истории не было как науки, был фольклор и мифология. И они вот эту идеологическую функцию они выполняли прекрасно. Мальчик с детства слышит о Нарте, Сосроку, о Нарте, Баденоква, о героизме, о самопожертвовании и так далее. Вот это все семена, которые в раннем детстве в него вкладываются, это происходит его программирование, его поведение на будущее. Молодец, Аслан. А потом это уже программирование поведения всей нации в определенной ситуации. Но надо учитывать, что вот история, она не должна быть у нас региональной. Мы немного как бы варимся в своем соку, а как любая наука, история это наука. Многие, конечно, историю политизируют, многие историю фальсифицируют, но те народы, которые создают как бы фальшивые версии своей истории и необъективные, это может для них сыграть плохую службу в будущем. То есть, да, они могут попасть в очень плохую ситуацию, потому что это вот как в компьютере. Вот в гены это компьютерная программа. Если у тебя в генах этого нету, от того, что ты это будешь говорить, оно не появится. И когда народ в это поверит, в эту ложь, он может с такой реально жесткой действительностью встретиться, что это может привести к катастрофе ментальной и так далее. Мы понимаем, что мы живем в огромном мире, и кроме нас, вокруг нас огромные государства, империи, огромные силы. И мы должны всю мировую историческую науку, мировой человеческий опыт изучать и знать. И новые методы, которые в исторической науке появляются, а самая сильная школа это на Западе, в Европе, надо это признать. И русская историческая школа, и вообще Россия, все-таки это она на 50 лет всегда отставала. И в технологическом плане, и в экономическом, и в области науки. Вот эти передовые школы, системы изучения истории, и там все на стыке у них. История не ради истории, а история ради будущего. То есть эти государства, эти нации, они прогнозируют свое будущее, при этом они опираются на свои исторические корни, как бы, изучают их и пытаются объяснить многие ментальные установки, которые глубоко сидят у каждого народа. И мы все знаем, что историческая наука, этнография, они появилась в отношении нас, допустим. Она появилась в 19 веке. Все первые историки, которые описывали, изучали нас, и этнографы, это были русские военные разведчики. Потому что мы знаем то же самое на Ближнем Востоке. Самые такие известные колонизаторы, это были англичане. Они так изучили Ближний Восток, они так изучили ислам, что даже, наверное, сами эти народы так себя не знают хорошо, как знают их англичане. Потому что у них все на научной базе. Все на научной базе. И у нас исторической науки как таковой не было, я вам говорю. У нас была мифология и фольклор. Но они до поры до времени, они свою идеологическую функцию выполняли прекрасно. Потому что, да, вот был такой момент, последний верховный князь Кабарды, Кучук-Джанхотов, он вынужден был для самосохранения нации идти на компромиссы, потому что уже вопрос стоял уничтожения нации, и он понял, что вот те, кто остались, мы должны интегрироваться в Российскую империю, или же нас ждет полное уничтожение. И он пытался сохранить и национально, и в то же время вот сохранить народ, интегрироваться как-то. И он был сам полковник на русской службе и часто общался с русскими генералами. И 3 его сына погибли в войне с Россией. Хотя он был полковник на русской службе, но 3 его сына погибли.
И его и генерал Евдокимов спросил, что есть ваша история? Он сказал, наша история – это наши старики. А старики – это историческая память, это предания, мифы и так далее. Это коды поведения. И даже наше будущее, оно тоже было запрограммировано в этом. Вот все, что случилось, и Кавказская война, и геноцид, и то, что мы были уничтожены. У нас есть 17 века были у нас, как это называется, прорицатели. Провидцы, да. Они это все сказали еще задолго до Кавказской войны. И они сказали, что будет после. И как мы возродимся. То есть они картину будущего создали. И вот сейчас, изучая западную социологию, политологию и так далее, у них горизонт прогнозирования 30-50 лет. Вперед. Хорошо работает. Да, вот есть такие историки, Коллинз, допустим, он 30 лет назад, в 80-х годах, он написал научную работу, и он предсказал развал Советского Союза. Причем он не просто, он не футуролог, он там не провидец, он научно обосновал, почему это произойдет. Понятие там ресурсное напряжение, там геополитическое положение и так далее, и так далее. А мы тем более, чтобы самосохраниться, вот все вот эти достижения в науке, и в исторической науке, современной школе, и в политологии, и во всем остальном, в социологии, я считаю, мы должны перейти на другой уровень. Наша школа советская осталась, и мы немного отстаем на 20 лет от мировой исторической науки, где все на стыке социологии, политологии и так далее. Я считаю, что мы свою молодежь должны отправлять в Кембридж, в Оксфорд, я не знаю, в Италию, еще куда-то. Все, что есть современно в исторической науке, школы, подходы, мы их должны изучать, чтобы мы поняли для себя, что мы должны сохранить обязательно и перенести с собой в 21 век. От чего мы должны отказаться, даже если это нам дорого, но если это нам мешает развиваться, мы должны от этого сознательно отказаться. И вот это все должно иметь строго научную основу. И вот над этим надо работать, но уже не теми старыми советскими методами, а современными, которые появляются в мире. Все мы должны брать на вооружение. Я считаю, для сохранения государства историческая наука должна быть самая важная в государстве. Номер один. Ни физика, ни математика. Это все важно. Технологии, но без идеологии не будет государства. А вот именно люди, гуманитарии, они должны над этой идеологией работать. И Владислав Григорьевич Ардземба очень часто, когда, вот, будучи уже государственным делом, он же говорил, я же историк, прежде всего. Да. Он говорил, я историк, я абхазец. Поэтому это ему помогало действовать в критической ситуации. Гены ему подсказывали, как надо действовать. И в конце скажу еще одно. Элитные школы на Западе, элитные школы разведчиков, где готовят, я не знаю, у них приоритет выпускников исторических факультетов, особенно тех, кто изучал не новейшую историю, а древнюю историю, древние цивилизации. Вот у них приоритет всегда при отборе, вот когда они набирают тех, кто изучал древнюю историю мира. Потому что все, что происходило 2-3 тысячи лет, оно все повторяется сегодня. Один в один. По одним и тем же законам человечество развивается, просто это носит циклический характер. А если мы этих законов не будем знать, и не будем знать, как сегодня нам действовать, мы просто не выживем как нация. Поэтому историю надо знать, историю надо изучать, историю, историческую науку надо развивать.